Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Откровение небес. Откровение о вашем будущем. Загадайте, пожалуйста, на себя, попросите информацию о вашем будущем, спросите просто, что меня ждет. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ничего себе. Звезда в руки падает. Такой красивый момент. Звезда падает в руки. Звезда четырехконечная. Это какое-то желание вашего сердца. Прям в руки вам упадет. И делать ничего не надо, и никуда идти не надо. Звезда сама летит, сама упадет. Здесь как будто бы высшие силы клянутся и обещают исполнить ваше заветное желание. Кто зашел на эту отсыпочку? Ребятки, вы прям избранные. Здесь небеса действительно обещают исполнить то, что является заветным, самым желанным, самым ожидаемым и самым, грубо говоря, эфемерным в данный период времени, когда кажется, что это невозможно и нет ничего, что поможет. Прям звезда вам падает. А вы ручки, прям две ручки так открываете и звезду ловите. Замечательный знак. Дальше небеса говорят о любви. Любовь, которая меняет жизнь. Любовь. Любить. Вы будете любить, и вас будут любить. Здесь как будто бы идеальная пара двух очень одновременно и не похожих, и очень похожих. То есть, скорее всего, в любви вы будете очень похожи, любить будете друг друга одинаково, но вы разные, например, по характеру, вы разные по привычкам. В общем, что бы это ни было, но любовь, вам обещана любовь, счастливая любовь. Жизнь в унисон, одна поделена на двоих. И знаете, еще так показано, что на вас срок изобилия падает, опрокинулся. Вот когда вы с кем-то вместе, вы как будто бы под рогом изобилия находитесь. То есть вы друг для друга очень изобильны. И когда вы вместе, вы все преобразуете в изобилие. То есть какая-то новая, другая жизнь здесь обещана. Смотрите, любить, полюбить, любить. Либо это какой-то новый человек придет, с кем вы будете друг друга любить, либо вы этого человека уже знаете. И когда вы сойдетесь, вот ваша любовь, она вспыхнет. Очень ярко вспыхнет. Замечательно, чудесно. Так, здесь нам показан сложный подъем на горе дом. Либо это какое-то конкретное место, и вам обещано, что вы туда вернетесь, попадете, либо будете там. Либо это сложный путь к обретению своего собственного жилья. И то, что, опять же, кажется невозможным, нереальным, потому что слишком крутой уклон, подъем слишком крутой. Но, тем не менее, вы этот путь преодолеете. Дом. Дальше показывают вашу фигурку, и вам люди кланяются. Но я уже такое подобное видела. Кланяются люди. Вы уважаемый человек. Вы человек, которому приходят на поклон, либо к вам приходят, чтобы вам поклониться. Какая-то новая роль вам уготована, должность высокая, статус, положение, может быть,
Ну да, вы у меня все разные. Вы еще не стали тем, кем должны стать. И ваша роль в будущем – это когда вы высокий человек, твердо стоите на ногах, а к вам приходят и вам кланяются. Может быть, даже в прямом смысле слова, да, вам будут кланяться. Выйдете за какого-нибудь там короля замуж, либо на королеве женитесь, и вам будут кланяться. Ну, может, должность у вас такая будет. Либо вы, ну, возможно, действительно в чем-то себя таком реализуете, что люди будут приходить к вам с благодарностью, либо с какими-то просьбами. Ну, классная роль. Тут явно у меня еще политики сидят. Люди, которые могут помогать, либо хотят помогать и будут помогать. Дальше, с левой стороны огромная замочная скважина. Придется вам подбирать то ли ключи, то ли отмычки для того, чтобы вскрыть эту замочную скважину. Тяжелая задача, но за замочной скважиной прячется куриная лапка. Узнать, кто вам зла желает, узнать, кто вам вредит, узнать, кто вот таким черным камнем перекрывает вам дорогу жизни. Видите, огромная куриная лапа еще с когтем за замочной скважиной. И вам придется узнать. Эта информация очень на вас повлияет, с одной стороны, да, но она негативная. А с другой стороны, это будет объяснением всего того негативного, что с вами происходило. Вы поймете, что вы не обладатель какой-то, ну, откровенно негативной судьбы, да, несчастной судьбы. Поймете, что вы не неудачник, неудачница. Вы поймете, что вам просто тупо мешали, что вам вредили, что вам действительно желали зла. Да, вы эту замочную скважину скроете. И эту куриную лапку вы точно обнаружите. Но когда обнаружите, она действие свое потеряет, влияние на вас свое потеряет. Все будет раскрыто, и все будет нейтрализовано. Больше не будет этого вреда. В лодке 2 человека. Один побольше, другой поменьше. Они вас перед выбором поставят. Такие типа: выбирай, либо я, либо я. Не могу сказать, кем они вам приходятся, но выбор вам придется делать. Захочется вам 2 сохранить, но здесь либо один, либо другой. Очень сложный выбор будет в вашей жизни, очень сложный. И здесь, кстати, еще и предупреждение. Выбирай сама. То есть вам не нужно ни у кого ничего спрашивать, иначе если за вас выберут, то явно вы счастья не обретете. Выбирай сама, из 2 одного нужно будет выбирать. Может быть, это даже не люди, да, может быть, это какие-то предложения, но опять же с лодкой связано. Лодка — это жизнь. Да, по какому пути ваша жизнь будет развиваться. Может быть, даже какие-то переезды, ехать либо не ехать. Ехать в одну сторону, не ехать в другую. Но, тем не менее, это очень будет сложный выбор, и вам не нужно ни у кого просить совета. Вы сами должны выбрать, сами должны решить. Только при этом условии ваш выбор будет удачный. Ну, счастливый, удачный. И еще какие-то люди от вас должны отстать. Отстать. Они сейчас к вам прилипли, но должны отстать. И вы сразу облегчение почувствуете. Видно, прилипли к вам какие-то пиявочки и тянут с вас, а вы и рады помогать. Эти люди, они отстанут. И вы сразу поймете, что жизнь не такая уж и скверная, что в жизни и радость есть, и себя вы можете хорошо ощущать. Да, какие-то люди должны отстать. Дальше показано, что вы в каких-то новых условиях, только не могу понять, что это. То, что было привычным, оно навсегда уходит, а то, что непривычное, оно навсегда в вашу жизнь входит. Здесь меняется все, начиная там от базовых потребностей и заканчивая там, ну, какой-то душевной потребностью. Вы как будто бы другой, либо другим станете. То, что сейчас для вас считается нормальным, привычным, обыденным, его больше не будет. Будет нечто новое, то, чего никогда не было. То ли это условия жизни, то ли это ритм жизни, то ли это окружение. Может быть, все сразу. Но вижу, что сначала вас это все будет пугать, а потом вы как привыкнете, как поймете, в чем в жизни смысл,
И да, на новых правилах, условиях, возможностях, окружении вы очень так как вырастите, что ли, плечи расправите. Другой жизнью вам обещано жить. Не той, которой сейчас живете, а гораздо лучше. Гораздо лучше. То, что сейчас вам и в голову не приходит, либо вам страшно даже и подумать, что, возможно, вы можете там жить по-другому. Вот именно это с вами и произойдет. Здесь какой-то период жизни очень счастливый вам обещан. Тьфу-тьфу-тьфу. Но вы еще до него не дошли. Это где-то вот там, год-полтора, судя по размеру рисунка. Дальше рисуют очень сильного человека рядом с вами. Человек, который вас со всех сторон как закрывает, прикрывает. Возможно, это тот, с кем у вас любовь, а возможно, это какой-то друг либо подруга очень сильный и крутой у вас появится. С этим человеком вы как у царя за пазухой. Вам ничего не страшно, вас ничего не беспокоит. Вы чувствуете себя максимально комфортно и свободно. И вижу, что этот человек, помимо всего прочего, он всегда как будто бы рядом. Всегда рядом. Поэтому и говорю, что, скорее всего, это тот, с кем любовь. Хотя, да, и друзья такие бывают. Подруги тоже такие бывают. Но, тем не менее, защищает со всех сторон. Оберегает со всех сторон. Глаза. Глаза. Что-то с глазами. Глаза, которые видят. У одних отыграется, наверное, дар ясновидения, который у вас откроется. А у других, возможно, у вас какие-то есть проблемы со зрением. Глаза как орган зрения, да. Может быть, вы теряете зрение, либо вам там какие-то очки выписывают, там, увеличительные, либо наоборот уменьшительные. То есть глаза открылись, ясно видят. Скорее всего, будет проведена вам какая-то операция, либо какое-то лечение, которое позволит вам действительно хорошо видеть. А у кого-то, как я сказала, дар ясновидения. Почему нет? Я много разных знаков у вас тут в общих отсыпках замечаю. И причем замечаю постоянно. С правой стороны. То есть на благо вам это все пойдет. Будь то операция, будь то ясновидение, все пойдет вам на благо. Но глаза хорошо видят. И еще, мои хорошие, показано, что вы от какой-то веревки избавитесь. Веревка. То ли вы к чему-то, либо к кому-то привязаны. Веревка, которая причиняет боль. Веревка, которую невозможно сейчас сбросить. Вижу, что эта веревка, она просто в руках разлазится у вас. Если это какая-то была болезненная привязка, то вы это точно переживете и забудете как страшный сон. Если это какие-то долги, обязательства, да, с чем вы связаны, прям повязаны, то вы это ярмо себя сбросите. То есть веревки этой больше не будет. Не будет этого ограничения, не будет этой привязки. Солнце и Луна. Как раз таки Солнце и Луна — это знаки эзотериков. Вы между Солнцем и Луной. Причем Солнце только лишь сходит, а месяц молодой. Классный знак. Но у них отыграется, что это часть вашей судьбы, да, познать эзотерику. У других отыграется, что, возможно, встреча с очень классным эзотериком очень благоприятно на вас повлияет, либо станет какой-то поворотной точкой в вашей судьбе, когда вам либо какая-то правда откроется, либо какой-то негатив с вас будет снят. И дальше уже совершенно другая жизнь. Абсолютно другая жизнь. Дальше мужчина как зомби. Рыбу с гусем вам приносит. Но этот мужчина, он либо ваш должник, либо этот мужчина, он ваш обидчик. Я так понимаю, что расплатится сполна этот мужчина перед вами. Какой бы долг ни имел, расплатится сполна, потому что он гусь и рыба, а сам похож на зомби. То есть высшая сила будет его вести, приказывать, да, оплатить долг перед вами, выплатить долг. И он это сделает. Если вас какой-то мужчина обидел, либо обманул,
может быть, подставил, может быть, действительно вам должен что-то. Высшая сила его к вам приведет. И утку, гуся, и рыбу даст. А здесь показано, что каких-то двух очень важных людей вы еще в жизни обретете. Люди, которые станут частью вашей жизни. Люди, с которыми вы вместе радость познаете, счастье познаете. Возможно, эти люди уже вам знакомы, и по какой-то причине вы как-то в жизни потерялись, там прервался конфликт, может быть, рассорились. Возможно, это новые люди, которые еще в вашу жизнь придут, как обещанные вам люди. Но вы вместе, как единое целое, и вместе вам будет очень-очень сильно хорошо. 2 человека плюс еще 2. И еще показано, что пчела в бабочку превратится. Но это замечательный знак для тех, кто задолбался работать с утра до ночи, задолбался постоянную эту нагрузку испытывать. Пчелы, они работают. У них нет ничего в жизни, кроме работы. А вот бабочки — это красота, это про отдых, про негу, про наслаждение. То есть вам суждено из пчелы в бабочку превратиться, и чего бы это ни касалось. У кого-то, кстати, так и отыграется, что у вас будет новая работа, которая будет приносить вам только радость, только удовольствие, ну и деньги, соответственно. Легкие деньги, деньги приятные. Когда я работаю, я не напрягаюсь, я, наоборот, кайфую, да, в таком плане. Ну вот, пчела в бабочку превращается. У нее еще там нижние крылышки отрастают. Классный знак. Увидеть крах кого-то очень плохого. Но здесь такой крах страшный показан, когда человек на части разделен. Я надеюсь, что это не в прямом смысле слова будет, но, скорее всего, речь идет о каких-то очень серьезных потерях, невосполнимых потерях. Это когда человека лишают, ну, просто вот по всем сферам жизни. Например, там, лишают здоровья, лишают денег, лишают семьи, лишают там, работы, реализованности. Вот всего лишают. Как будто бы это не человек, а какой-то конструктор. И это все вы видите, и этим всем вы удовлетворены. Может быть, вы и не будете рады, и не будете злорадствовать, но вы будете удовлетворены. То есть момент сатисфакции, да, хотя вы не причастны к этому. Да, человек как конструктор. Собери называется. Собери меня. Вот, но никто уже собирать не будет. Все разделено, все поделено. И еще высшие силы обещают, что вы какие-то темные времена переживете. Темные времена. Это могут быть какие-то волнения, это могут быть какие-то глобальные события в мире. Да? Темные времена. И высшие силы говорят, что вы их переживете. Вы переживете и от них не пострадаете. Вот так показано. Вот оно идет таким вот темным фронтом и мимо проходит. Вы это видите, вы это наблюдаете, но оно фронтом мимо проходит. А вы в стороне стоите, в безопасном месте. Темное переживете, светлое познаете. Так это и показано. Вот, так что бояться вам нечего. Вот, вы под защитой высших сил. Высшие силы ничего плохого с вами не допустят. Ничего плохого именно с вами не допустят. Это четко показано. Девушки, женщины, которые сейчас мечтают о какой-то перемене. Я не могу сказать, в чем ваша перемена, о чем вы мечтаете, но вижу, что вы прям просите, молите. И именно женщина просит. Девушка, может быть, молодая просит. Та перемена, которую вы хотите, ее не дадут, а дадут какую-то другую перемену. Гораздо лучшую, либо гораздо приятную для вас. Тот сценарий, который вы себе сами придумываете, его не будет. Будет нечто другое, более лучшее. Но в таком ключе говорят. То есть будет. То, что вы просите, конкретно не будет, но будет нечто лучшее. По крайней мере, здесь это показано. Вы точно в обиде не останетесь. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.